Обращение премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева к народу Азербайджана. Дорогие братья и сестры, от имени правительства Чеченской Республики Ичкерия и всего чеченского народа выражаю вам слова солидарности и полной поддержки в связи с обострением отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Россия на протяжении всей своей истории несла страдания и разрушения на Кавказ. Она всегда прибегала к одной и той же тактике – подавление свободы, стравливание народов, насильственное удержание территории и подмена мира враждой. Азербайджанский народ знает цену этим действиям. Вы пережили кровавые страницы истории, когда Москва напрямую или через своих сателлитов участвовала в отъеме ваших земель, в организации насилия, в систематических актах геноцида и посягательствах на вашу независимость. Сегодня мы становимся свидетелями решающего поворота. Азербайджан уверенно выходит из-под колониального влияния России. Это путь нелегкий, но справедливый и необходимый. Ваш народ, ваше государство демонстрирует зрелость, достоинство и твердость. Мы выражаем уважение дальновидной политике руководства вашей страны, которая на протяжении многих лет готовилась к моменту, когда попытки давления со стороны Москвы станут особенно отчаянными. Вы укрепляли вооруженные силы, развивали стратегические международные альянсы и, что особенно важно, формировали независимое политическое мышление, не подверженная имперской ностальгии. И сегодня, когда Азербайджан встает как подлинно суверенное государство, Россия делает свою последнюю попытку запугать, пошатнуть, дестабилизировать. Кремль стремится посеять страх среди граждан, внушить угрозу, заставить руководство страны усомниться в выбранном курсе. Это типичная практика уходящей империи, когда теряются рычаги власти, остаются только угрозы и провокации. Мы хорошо знаем, как действует Россия. Мы видели это в Чечне, в Грузии, в Сирии, в Украине. И сегодня Москва вновь прибегает к своему излюбленному методу – стравливанию кавказских народов. Совершенно очевидно, что следующим шагом Кремля будет попытка активизировать старые исторические противоречия между Азербайджаном и народами Дагестана. Это делается не для защиты интересов ни одной из сторон, а исключительно ради одной цели – посеять рознь и ослабить Кавказ изнутри. В этой связи я обращаюсь ко всем кавказским народам, особенно к нашим братьям в Дагестане. Не поддавайтесь на провокации Москвы, не позволяйте использовать себя в чужой игре. Сегодня мы должны понимать, наш общий враг – это Россия. После того, как она уйдет с Кавказа, большинство конфликтов исчезнут сами собой. Потому что именно Россия – главный создатель и управляющий этих конфликтов. Кавказ должен стать единым в своем стремлении к свободе. Только солидарность, уважение друг к другу и общее сопротивление колониализму могут обеспечить мир и развитие нашим народам. Чеченская республика Ичкерия заявляет: мы полностью поддерживаем Азербайджан морально, политически и, если потребуется, военным путем. Отряды вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия, которые в настоящее время ведут борьбу с российской армией на территории Украины, готовы прийти на помощь Азербайджану в случае прямой агрессии со стороны Российской Федерации. Нас не запугать, Кавказ не сломить, свобода не подлежит торгу. С вами ваши чеченские братья. Да хранит вас Всевышний. Свобода Кавказу. С уважением. Ахмед Закаев, премьер-министр Чеченской республики Ичкерия. 2 июля 2025 года.